Итак, вместе с нами сегодня утром в прямом эфире на башкирском спутниковом телевидении народный хореографический ансамбль «Вензеля». Доброе утро! Здравствуйте! Лариса Доброе утро, Алексеевна, Лилия. просто руководитель коллектива. Можно я вас обниму? Просто обожаю. Что спрашивает? Вечно сама подходит, обнимает, еще что Не спрашивает. спросив. Как настроение у вас? Прекрасно. Фольклориадное? Чудесно. Праздничное? Естественно. Знаете, что особенно приятно? Что вы единственный коллектив из нашей огромнейшей страны, который представляет Россию на фольклориаде. Вот я говорю, у меня мурашки по коже. Представляю, насколько для вас это Почетно. ответственно, почетно. Или это в порядке вещей? Да что вы. Уже 2 года мурашки бегают по спине. То есть, Потому что она же должна была состояться в прошлом Да, году. да. Перенеслась. Вот Да. нам, как сообщило Министерство культуры Российской Федерации, реакция была такая. И, конечно, для нас это огромная честь представлять страну и обязанность. Мы понимаем, что за себя и за всех очень ответственно, почетно. А вот скажите, пожалуйста, сейчас многие смотрят, наверное, руководители коллективов и думают, интересно, а по какому принципу приглашают на фольклориаду? Почему их? Почему не нас? Какой блат у вас там сидит? Да. Не говорите. Вот об этом я как-то не подумал, но, вероятно, потому что творчество нашего коллектива, оно основано на традициях, на исконных традициях русского танца. И в репертуаре нашего коллектива танцы различных областей России и различных форм. То есть это хороводы, хороводные пляски, кадрили, групповые пляски. И они все основаны на фольклорном материале той или иной области. Но, видимо, мы как-то отвечаем. Вобрали в себя все, что можно было Стараемся, вобрать. да. То есть можно сказать, что такой коллектив, как ваш, он, если не единственный в России, то таких очень мало. Сверху виднее. Видимо, да. Видимо, да. Какое количество людей в коллективе в целом и сколько из них приехало в столицу Башкортостана? Всего у нас 20 пар, как принято говорить в танцевальных коллективах, то есть 20 мужчин, 20 женщин, аккомпанирующая группа, оркестр 5 человек. И сюда приехали 13 пар, то есть 13 девушек, 13 пар. Вы же в первый раз узнали о фольклориаде задолго до того, да, как она да, случилась. задолго. Это, получается, вы все это время, не останавливаясь, репетировали и придумывали что-то новое, Готовились. либо просто это какая-то солянка уже готовых ваших номеров. Конечно же, готовых. Ну что вы, это проверенные временем, проверенные на Полюбившиеся конкурсах. народом. Обкатанные, так Обязательно, скажем. конечно, обязательно. Мы сюда проверенный репертуар. А фольклориада для вас, можно сказать, что это наивысшая точка в вашей творческой жизни или нет? Вы Все-таки знаете, коллектив с 1934 года, да, если не нас- ошибаюсь. Ого. Ой, я не с 34-го. Это понятно. Видимо, если не высшие, то однозначно единственные в жизни. Вот это точно. Вот это точно, потому что вряд ли фольклориада в обозримом будущем пройдет еще раз в России. И не потому, что Россия плохая, просто стран очень много. И членов, участников СИОФ, это международная организация фольклорных фестивалей, их более 100, по-моему. Но будем надеяться, что если вдруг где-то будет еще фольклориада проходить, то именно от России поедете вы. Поэтому не говорите, что... ну, да, единственное. всяко в жизни Мы вот бывает, так вот я просто в этом согласна. стоять. Ваш коллектив уникален еще и тем, что не только танцоры, но и музыканты. Вы работаете сплоченной командой. Конечно, а как по-другому? Да, у нас оркестр, и все обработки, вся музыка для номеров, она основана на русских народных мелодиях. Но аранжировки и оркестровки у нас делает руководитель оркестра Сергей Иванович Поляков. А где он? Сергей Помашите Иванович нам. вместе с нами Сергей Иванович, сегодня? помашите. Ой, Сергей Иванович, Здравствуйте, Сергей здравствуйте. Очень приятно видеть вас в столице Башкортостана. Кстати, а вы впервые в Уфе? Нет, мы уже здесь были в 2014 году. Здесь проходил фестиваль муниципальных ансамблей народного танца.
А Это был тогда же, между конкурс? прочим... Фестиваль это не конкурсная Да, основа, это не конкурс, фестиваль был, праздник. Такой собирали. Вот в 2014-м как раз-таки первый раз и стало известно про фольклориаду. Наверное, на разведку приезжали. Ну, мы тогда об этом не знали. Ну и вот я, как всегда, просто пытаюсь напроситься на комплименты не для себя лично, для любимого Для меня, что ли, города. лично? С 2014 года вот по сегодняшний день Уфа, ну, для нас точно изменилась. А что вы можете сказать? Ну, вы знаете, когда приезжаешь на фестиваль или конкурс, он проходит ограниченное количество дней, ну, Не буквально успели 2-3, и он очень насыщен по своей творческой программе. Поэтому тогда мы, ну, буквально просто от гостиницы до места выступления. Сейчас у нас есть, конечно, большая возможность посмотреть. Ну, сравнить нет, но однозначно сказать, что Уфа чистейший город. Ой, Очень чисто. а зеленый, вы обратили внимание? А зачем вы меня перебили сейчас? Ну, извините, Я- больше так не сняли с повторится языка- никогда. сняли с языка. Очень зеленый. А сама республика простите по-старому, Башкортостан, мы вчера были в Салавате, давали концерт. Обратная дорога, и туда потрясающие виды природы. Очень красиво. Успели все Очень дыры залатать, красиво. молодцы! Спасибо, так приятно. Вот Любование одно. Я как будто комплименты в свой адрес слышу. Кстати, вчера делегация из Болгарии, мы тоже с ними общались, они тоже в первую очередь, когда мы их спросили, а как вам Уфа, они говорят, у вас очень чистый город. И мы, если честно, удивились. У нас очень чистый город, но в любом случае всем есть с чем сравнить. Мне Вот тоже мы есть с чем живем, да, сравнить. многое, может быть, не Уфа замечаем. чистая. Уфа чистый город, это действительно Вот отмечает приезжайте к всем. нам в Иркутскую область, посмотрите, О, как нет, бывает лучше вы к нам. нечисто. Итак, фольклориада. Сегодня уже 4-й день, ты сказал, да? Я сказал, да. Да. Вы уже были в Салавате. Как вас там встречали? Это была первая концертная площадка для вас, Салават, Да. в рамках фольклориады. Да, полная концертная программа вчера. Как везде в Башкирии. Прекрасно организовано. Просто прекрасно. На высочайшем уровне. Именно на мировом уровне. Это всемирный форум и организации, достойной его названия. Спасибо, Лариса Алексеевна. Если вы позволите, мы обратимся к ребятам. И А вам. ну-ка. Просто хочу спросить, кому из этих красивых девчонок захочешь обратиться ты? Екатерина, я так думаю. Да? Да. Вот видите, как я, вот в память работает. Ну что вам больше всего понравилось в Уфе, чтобы вы могли отметить вот как самое такое необычное или самое понравившееся в нашем городе? Как непосредственный участник фольклориады, человек, который стоит на сцене. Ну, конечно, в фольклориаде мне больше всего понравилось, что очень много различных национальностей приехало. Соответственно, разного колорита очень много. Мы на все это смотрим и впитываем, и, можно сказать, учимся, и узнаем, многое не знаем. Поэтому эмоции просто разнообразные, но все очень великолепно. Круто. А все участвовали в хороводе? Вы были в хороводе? Да, конечно, мы Все, были. то есть, получается, все держались за руки, вот это единство, вот этот Единение. настрой. Какой-то даже, наверное, электроток прошел. Творческий. Чувствовать себя причастным к Конечно, к мировому большому рекорду, событию. да, мне кажется, это прям... Наверное, даже еще осознание не пришло того, что мы были причастны к этому событию. Я хочу сказать в свою очередь, когда шел парад делегаций разных стран, этот парад замыкал коллектив из Пензы, Вензеля, коллектив, который сейчас в нашей студии. И когда я вас объявляла, я вот сейчас вспоминаю этот момент. Ну что, плакала? Ну, я не плакала, но зрители, которые собрались посмотреть на это действие, они так аплодировали ребятам. Они так им аплодировали, что ком горло от счастья, конечно, подкатывал. Но вы произвели фурор. Спасибо большое за добрые слова. Костюмы классные, вы их сами придумываете, шьете. Вот я, Да, если потому что честно, у нас была делегация, помнишь, из Франции, они говорят, что каждый участник делает свой костюм сам, да, никому и это другому их не доверяет. традиция. А у вас? Ну, у нас в стране совсем другие традиции изготовления костюмов. Ну, Есть специально Я обученные констатирую люди. факт, абсолютно верно, да. Но сейчас... Но девчонки, они же такие девчонки, они все равно, вот костюм пошит, но наверняка какую-нибудь деталечку, какую-нибудь крупиночку свою да добавят, нет? Каждый должен делать то, что он делает мастер.
поэтому... Золотые слова. Ну вот хотя То, бы что так вот, учился. просто можно подмигнуть. Свое что-то есть? Нет, конечно. Я вот таких вот классных, необычных костюмов русских, народных не видела. Это мое упущение, конечно же, хотя концерты очень часто посещаю. Вот сейчас на ребятах, особенно на девушках, у мужчин менее разнообразный костюм. На девушках различные виды, ну, естественно, это пошив новый, но тем не менее фольклорных костюмов Тульской области, различных районов. Вот я хотела бы обратить ваше внимание, черный андарак, если можно спиной, Марина, Андарак? повернись, пожалуйста, и вот так бедрами чуть-чуть потряси. Тряси, тряси. А давайте я сделаю вот так. Ой, Ваня, Спасибо, так спасибо. сделать. Но это бубенцы, это выполняют роль оберега от нечистой силы. Ну, повелось, естественно. Теперь ты знаешь, издалека, если так. вдруг нечистая Да, сила бубенцы. потрясла Ну, кое-чем. бубенцы должны Эй. быть. Бубенцы должны. Нормальные там Вот. бубенцы. Здесь зритель видит несколько комплексов. Девушка справа, она в сарафанном комплексе. Альбин, повернись, пожалуйста, спиной. И вот такие прекрасные ленты, которые вы видите в танце, добавляют динамики, эмоций. Сарафан и с рубахой. Альбин, лицом повернись, пожалуйста. Вот это рубаха. Полностью рукава точно, да. вниз и называется рубаха. То есть не подъюбник и блуза. Таких названий вообще в русском костюме нет. А рубаха полностью. Ну, соответственно, фартук. Ну, в данном случае передник. На девушке второй, это Марина, которая уже к нам поворачивалась спиной. На ней вот нижняя... Баска назовем ее. Нет, вот да, это вот не юбка, это называется андарак. Это переходная от распашной... А туда мне можно подойти? Конечно, Спасибо. конечно, Лариса. Вам вообще все что угодно можно. Вот на этой девушке пошита, ну понятно, еще раз, это не настоящий костюм, а распашная панева. Панева. Запоминаем. На этой девушке глухая панева, то есть нет этого распаха. И видите, уже пошел декор по низу, паневы. А вот на этой девушке переходные к юбке, вот к нашему привычному, называется андарак. Слушайте, а головной убор? А головной убор У это Марины отдельный, конечно, очень классный, необычный, опять же, головной убор. Марин, тоже Хотелось- спиной можно повернуться. Вот такая красота. А вот у Лизоньки повернись медленно спиной, там тоже вот так вот. Да, это панева с затыком называется. Богатейший русский костюм, которых мы, к сожалению, не всегда видим у танцевальных коллективов. Но в чем специфика еще, конечно, в настоящих костюмах, ну, например, если сейчас взять этнографические образцы, очень сложно танцевать. Они очень тяжелые, ткани тяжелые. Сам крой тот, который немножко сковывает. А у нас в России так принято сквозь боль, понимаете? Сквозь боль. Мы попробуем. С потом и кровью, как говорится, да? Лариса Алексеевна, а я ни разу не видела на мужских народных костюмах головные уборы в мужских. Вот для меня это может быть даже немножечко что-то польское, что ли. Не знаю, почему я так решила. Значит, основным головным убором были шляпы, валенные шляпы. В том числе у крестьян. То есть, если такое мнение бытует, что шляпа – это нечто аристократическое, то отнюдь это крестьянские. Они были разных видов. Более формованные, более мягкие. Войлочные, валенные, различные. Шляпы. Ну, зимой понятно, что шапки, меховые, суконные и так далее. Это именно. А тот достаточно привычный нам, как зрителям, картуз, он же появился только в конце 19 века, ну представьте. А до этого-то ведь люди в чем-то ходили все. Урок истории, видите как? Так вот они ходили, мужчины ходили в шляпах. Она и называлась шляпа прям. И шапка, и шляпа. Это невероятный экскурс, это не просто развлекательный эфир, это невероятно познавательный эфир. Ну что, прямо сейчас мы предлагаем вот эту центральную площадку нашей студии заполнить ребятам, потому что мы не можем, конечно же, отпустить их без музыкального номера. Народный хореографический ансамбль «Вензеля». А я объявлю номер. Да. Кадриль, бытовавшая в деревне Страхово Заокского района Тульской губернии. Поехали.
Третья. В саду ли в огороде? Четвертое. Не стучит, не гремит. Последнее. Как у наших поворот. Браво! Браво, я теперь, знаешь, я теперь точно знаю, откуда пошла эта мамина любовь проламывать пол в любом танце, в любом дне рождения. Это вот. Вам аплодируем мы, вам аплодируют все наши телезрители. Встречаемся сегодня в самом сердце Евразии, в амфитеатре Конгресс-холла Тратау. Начало в 18:00. Народный хореографический ансамбль «Вензеля» и художественный руководитель ансамбля, заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат премии правительства Российской Федерации «Душа России» Лариса Алексеева. Алексеева, просто душа. Вы душа наша, вы наша душа. Добро пожаловать в столицу Республики Башкортостан.